Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Роспотребнадзор вводит новое требование: всех россиян, въезжающих в страну, обязует сдавать тест на коронавирус. Активная фаза подготовки к паводку в районах Якутии продолжается. Комиссии проверяют в том числе и гидротехнические сооружения. Сегодня последний день приема заявок на участие в программе «Земский учитель», а в Алекминском районе провели ярмарку вакансий. Россиян обязали сдавать тест на коронавирус по возвращению из-за границы. Требование Роспотребнадзора распространяется на всех граждан, прибывающих в страну любым видом транспорта. На это отводится 3 дня. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Тем временем в Якутии 38 случаев коронавируса выявили за минувшие сутки. По данным регионального оперштаба, из них в Якутске заболели 26 человек. 3 случая зафиксированы в Алданском районе, по 2 в Нерюнгринском и Усть-Алданском. Еще по одному заболевшему выявили в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Татинском и Тампонском районах. Массовая вакцинация в регионе также продолжается. Количество поступившей вакцины в Якутию остается прежним. Это 110 812 доз. Первый компонент получили 87 539 якутян. Вторую вакцинацию прошли 53 826 человек. Таким образом, использовано почти 80% от поступившей в республику вакцины. Более 15 тысяч квадратных метров, 8 этажей и 5 больничных лифтов. Проект Республиканского кардиососудистого центра поражает масштабами. Он рассчитан на 150 коек. Лечение здесь будут проходить пациенты не только со всей республики, но и из соседних регионов. Строительство идет четко по графику. Подробности далее. Грохот и тучи строительной пыли позади. Готовность кардиологического центра на сегодня 57%. Сейчас ведутся в основном отделочные работы и монтаж инженерных систем. Сейчас ведутся работы электромонтажные, по вентиляции, по водоснабжению, канализации и также внутренние отделочные работы. И в скором времени в планах наружное благоустройство, а также строительство кислородной станции для подвода к зданию и к палатам и к операционным кабинетам. Действительно, проект кардиоцентра также включает в себя строительство сразу нескольких вспомогательных объектов. Это не только кислородный пункт, но и трансформаторная подстанция, модульная котельная, склад жидкого топлива и многое другое. Будет обустроена и территория, тротуары, пешеходные дорожки, уличное освещение. Согласно графику производства работ, подписанным контрактом ОСК-СТ у нас идет, согласно графика. Все строительные материалы, которые необходимы для работы, они уже здесь на объекте находятся. Объект тепло было запущено в прошлом году, в ноябре месяце. То есть работы они не останавливались. На сегодняшний день согласно графику идет. Открытие подобного центра должно положительно повлиять на показатели смертности от болезней системы кровообращения по всей республике, а может и в соседних регионах. Проект действительно амбициозный. И неудивительно, что строители столкнулись в работе с рядом нюансов. Отличительно от других объектов, рентгензащита, она предусматривается нескольких видов: на полу, потолках, на стенах. Там у нас идет баритовая штукатурка или же свинцовые панели готовые. Там же ставятся рентгензащитные окна, двери. В новом кардиососудистом центре планируют оказывать комплексные медицинские услуги при всех болезнях системы кровообращения. Официальный ввод объекта, согласно графику, должен состояться уже в декабре этого года. Анна Васильева, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Глава Якутии работает сегодня в Мирнинском районе. Айсен Николаев принимает участие в форуме «Алроса. Будущее алмазных городов». Обсуждают вопросы развития здравоохранения, транспортной инфраструктуры, культуры, а также строительства жилья в городах Мирный и Удачный. Также проведет совещание оперативного штаба по эпидобстановке и примет участие в форуме. Давно назрела необходимость поговорить о будущем Мирнинского района, нашего важнейшего стратегического района нашей республики, да и всей России. И, конечно, вот те вопросы, которые были сегодня поняты, как раз вопросы социальные, вопросы жилья, вопросы инфраструктуры, транспорта,
вопросы, связанные со здравоохранением, образованием, комфортной городской средой. Это те вопросы, которые волнуют всех, без исключения жителей района. Кроме того, глава региона подписал кадровые указы. На должности первых вице-премьеров правительства республики назначены Дмитрий Садовников и Дмитрий Бердников. Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в Якутии стал Константин Роббек. Напомню, эти кандидатуры ранее одобрили депутаты Госсобрания Илтумен на очередной сессии. В Алданском районе продолжается подготовка к пропуску паводка. По оценкам специалистов, толщина льда на 8 сантиметров выше нормы. Многоснежной выдалась и уходящая зима. Татьяна Вахнина озвучит прогноз по паводку в районе. Все жизнеобеспечивающие структуры готовятся к пропуску паводковых вод. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций разработан детальный план действий. Вскрытие рек ожидается в первой декаде мая. Каков прогноз паводковой ситуации, мы узнали у главного специалиста ГО и ЧС муниципального образования Алданский район Романа Турова. Роман, как проходит подготовка к пропуску паводковых вод? Подготовка к пропуску паводковых вод на 2021 год у нас запланирована по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по плану. Всего в населенные пункты попадает 5, которые под паводок. Это город Томот, село Хатастырь, село Угаян, село Чигда, село Кутана. На сегодняшний день проведены превентивные мероприятия по зачернению рек. Это, получается, возле Чигды 2 участка по 8 гектаров. И возле Верхней Амги по реке Амга там тоже 2 участка по 8 гектаров. Больше никаких мероприятий проводиться пока не будет. Пункты временного размещения у нас все готовы к пострадавшему населению. Система оповещения работает в штатном режиме. 12 апреля у нас проходила проверка системы оповещения. 30 марта у нас проходили командно-штабные учения с заместителем начальника по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций с города Якутска Кугдаровым Семеном Романовичем, где была дана оценка, что Алданский район к паводкоопасному сезону 2021 года готов. Каков прогноз погоды на апрель? Апрель будет у нас такой же заснеженный, от 0 до 10 градусов, минус 10 градусов. Спасибо, Роман. Толщина льда на 8 сантиметров выше нормы. Снежной выдалась и зима. Особое внимание в период паводковой ситуации также будет уделено малым рекам и объектам повышенной опасности. С целью предупреждения и безопасного пропуска паводка в Усть-Алданском улусе специалисты охраны природы, МЧС и мелиорации обследовали водохранилище Илин-Юрях в селе Барагонцы. В этом гидротехническом сооружении находятся 5 миллионов 230 тысяч кубометров воды, откуда снабжают 3 озера. Тем самым улучшают микроклимат Аласа-Мюрю. Здесь проживает население Мюрюнского, Хоринского и Первого Хоринского наслегов. В городе Алекминске прошла ярмарка вакансий. Инициатором ее проведения выступила компания «Газпром Трансгаз Томск» при поддержке Центра занятости района. Елена Фаст подробнее о востребованных профессиях. Одна из интересных и востребованных форм – ярмарка вакансий. В этом году инициатором выступили «Газпром Трансгаз Томск». Мероприятие проходит с соблюдением всех норм. Ярмарка вакансий совместно с Центром занятости и организацией «Газпром Трансгаз Томск». Это мероприятие у нас стало практически ежегодным. Мы пригласили безработных своих, разослали пригласительные по 17 специальностям. Также сюда приходят все желающие. Алекминская промплощадка осуществляет подбор персонала для укомплектования компрессорной станции 2 Петр Бекетов на 17 вакансий. Предложение нашло хороший отклик. Один за другим подходят претенденты. Устроиться, попробовать устроиться. «Газпром». Как бы перспективное место работы. Обучают специалистов молодых. Как бы все устраивает. Надеюсь, возьмут. Есть и те, кто ищет работу на перспективу. Я на будущее смотрю. Оставила свое резюме. На данный момент, получается, почему именно «Газпром»? Я хочу попробовать себя в другой сфере работы.
То, что мне нравится, то, что данная организация участвует в общественных мероприятиях. У них коллектив такой, дружный со стороны, сколько наблюдаю. Хочется попробовать себя в другой сфере. Промышленное предприятие имеет стабильную базу, а работники – постоянный доход. Поэтому Центр занятости часто сталкивается с желающими устроиться именно туда. Да, желающих трудоустроиться в эту организацию много. Это предприятие у нас работает в Алекминском районе. Зарплата у них стабильная, высокая. Работа считается престижной. Желающих, конечно, много. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сегодня последний день приема заявок на участие в программе «Земский учитель». В этом году выделено 16 квот, в том числе в арктических и северных районах республики. Требуются учителя биологии, химии, математики, английского языка, физики и информатики. На сегодняшний день в адрес отборочной комиссии Министерства образования поступило более 190 заявок. Из них принято 65 полных пакетов документов. Как отметили в ведомстве, в этом году география желающих участвовать в федеральной программе значительно расширилась. В якутских сельских школах намерены работать педагоги из Камчатки, Крыма, Липецкой области и Перми, а из республики Тыва планируют приехать сразу 12 учителей. Они должны быть моложе 55 лет. Педагогический стаж должен быть непрерывный. Мы смотрим также на категорию профессиональной деятельности учителей и на то, что они обладают какими-то, может быть, дополнительными функциями по завершению каких-то дополнительных курсов. Вот на это тоже обращаем внимание. Учителя должны отработать 5 лет. После приема документов до 30 апреля пройдет конкурсный отбор претендентов на участие в программе. А 15 мая утвердят список земских учителей, после чего они заключат договор на 5 лет и получат по 2 миллиона рублей. В ближайшие сутки снег и сильный ветер могут вернуться в регион. Завтра в Нижнеленских районах и Центральной Якутии ожидается снег, местами сильный, с увеличением скорости ветра до 17-22 метров в секунду. Об этом сообщают в якутском УГМС. Сегодня в Якутске преимущественно без осадков, ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем 0 плюс 2 градусов. К этой минуте у меня все. Помните о безопасности, носите маски, обрабатывайте руки, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.